Это видео появилось в сети накануне. Двух девушек окружила толпа молодых людей. Мужчина в очень грубой форме пытается узнать, с кем сидели девушки в развлекательном заведении. Армяне, азеры, кто они? Надо вас показать, чтобы вам было стыдно. На протяжении 5 минут девушки оправдываются, почему проводят время с парнями другой национальности и почему находятся в клубе. Я круглыми сутками работаю на заводе. На этот раз девушек не бьют. Правда, что было потом, за кадром, уже неизвестно. Удалось ли им дойти домой живыми и здоровыми. Патриоты, так себя называют эти молодые мужчины, на сегодняшний день сняли множество роликов. На этих видео запечатлено, как члены банды бьют, пинают ногами, а иногда и насилуют землячек. Но никто из них наказания за свои действия так и не понес. И никакие государственные институты не работают, они чувствуют себя безнаказанными. Сумсарбек – феминист, один из немногих в Кыргызстане. Права женщин среди мужчин защищать как-то не принято. Сама вот эта система патриархальная, в которой мы живем, где создались определенные стереотипы и предрассудки, в которых говорится, что женщина, она не личность. Девушка кыргызской национальности является собственностью кыргызских парней. Это тупость, это средневековье. Мы же не во времена инквизиции живем. Псевдопатриотов гражданский активист сравнивает с другим общественным объединением – Кыргчоро. Это националистическая группа, действующая в самом Кыргызстане. Вот одна из их акций. Мужчины врываются в караоке-клуб, где, по их данным, девушки оказывают интимные услуги иностранцам. Один из тех, кто был там, глава штаба организации Бакыт. Ребят, которые издеваются над соотечественницами в России. Лидер националистов, говорит, понимает. Победа выходит, когда наши девушки, да, с другими, как бы. А если они будут так же гулять только с нашими парнями? Ну, это можно понять. Бакыт рассказывает, что после того, как в сети начали появляться видеоролики, снятые так называемыми патриотами, кыргызстанки в России стали более осмотрительны. Как бы девушки начали опасаться, да, что даже не то, что с ними открыто гулять, а даже по работе с ними они стараются с ними вообще не общаться. Это хорошо. Мне с одной стороны, да. По его словам, их организацию поддерживают многие. Из-за большого количества обращений, говорит Бакыт, в ближайшее время Кыргчоро намерены повторить свои рейды. Без них, считает житель Бишкека, страна может совсем развратиться. Дюбек Бегалиева, Азат Антумаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан.